Бывают дни рождения у взрослых и детей, у маленьких животных и у больших зверей. У книжек дни рождения, конечно, тоже есть, а книжек очень много, их всех не перечесть. Юбилей не простой праздник, а серьезная дата, веха человеческой жизни. Но оказывается, дни рождения бывают не только у людей, но и у книг. Долголетие книги зависит от ее читателей, ведь у каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Дорогие наши читатели, мы приглашаем вас в нашу библиотеку и предлагаем поздравить книгу с ее юбилеем. Для кого-то эта встреча окажется первой, а кто-то сможет еще раз перечитать знакомое произведение, вспомнить любимых героев, найти любимые строки и, самое главное, рассказать о книге своим друзьям. Моя любимая сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Николаевича Толстого. Главный ее герой – веселый и озорной мальчуган по имени Буратино, которого выстрелил из говорящего полена старый шарманщик Карло. Благодаря черепахе и тортилье Буратино узнал, что золотой ключик открывает дверь в прекрасный кукольный театр за холстом в каморке своего отца. На своем пути озорной деревянный мальчуган встретил немало преград и опасных врагов, среди которых жестокий директор кукольного театра Карабас-Барабас. Но благодаря поддержке своих верных друзей, голубоволосой кукле Мальвине, ее верному пуделю Артемону и грустному Пьеро, Буратино не сдался и с помощью золотого ключика открыл театр своей мечты. После того, как я прочитала эту сказку, я поняла, что многие опасные приключения мы находим в себе сами, когда не слышим того, что нам говорят родители. У героя этой сказки был очень хороший и добрый отец, который хотел, чтобы его сын был порядочным и умным. Но Буратино не слушал отца. Он мечтал разбогатеть и думал лишь о развлечениях. Буратино прошел через опасные приключения, прежде чем понял, что отец прав. Я всем советую прочитать эту веселую, интересную сказку, потому что она учит нас тому, что добро всегда побеждает зло. И если есть верные и надежные друзья, то не страшны никакие преграды.